Уважаемые жители республики, уважаемые друзья, сегодня вынужден обратиться, хотя информация подается и министерством, и ведомством, и правительством, достаточно, чтобы понять то состояние, в котором мы оказались в целом республика и Россия. То есть COVID-19, он, естественно, создает очень много для нас проблем. Проблем, которые касаются правительства, меня лично, мы их решаем. Но у меня сегодня вопрос тем людям, которые безответственно, значит, в соцсетях высказывают утверждения какие-то, выдуманные, что вот скажите, объясните, да все объяснили уже, что вы еще хотите. Якобы в соцсетях кто-то что-то говорит. Назовите мне хоть одну фамилию. Имя, отчество. Врач сказал. Пусть назовет хоть один врач. Зачем смуту вносить-то? Я не прошу вас помочь. Я прошу вас помочь себе. На сегодня, я вам скажу, у нас больных 180, находящихся в больнице в крепости, как называют ее, и в такой республиканской. Старше 65 лет лица, 50 человек у нас находится. Пациенты в тяжелом положении 18 человек. На ИВЛ у нас находится 8 человек. На вчерашний день у нас умерло 7 человек от коронавируса. По больнице, если брать, в республиканской у нас 38 больных, в тяжелом там 8, старше 65 лет там 15 человек, на искусственном дыхании 3 человека. Там умерло у нас 2 человека. Вызов скорой помощи вот, за сутки 475, из них 87 по вирусу. Но сегодня, на сегодняшний день, все лица, которые у нас умерли 51 года, 44 года, то есть им всем за 60-65 лет. И эти лица, которые доставлены были, они некоторые не вовремя обратились. Есть телефон горячей линии, который, я вам его зачитаю. Я вам зачитаю его сейчас. И вы, наверное, его знаете. Он всегда идет строкой по нашему местному телевидению. 928-099-05-45. Не надо родственникам возить людей. Не надо их доставлять в больницы. Они инфекционные. То есть там могут заразиться те же, кто сопровождает. Не надо носить им передачки, еду. Там кормят их. Мы обеспечили их полностью. Вплоть до фруктов, овощей. И если надо, у нас есть для этого средства. У нас есть свободные средства для этого, чтобы купить их из резервного фонда по перечню, предоставленному главврачами или Министерством здравоохранения. Мы готовы и сегодня закупать, и завтра, и 5 раз на день эту еду для них. Но вы же не соблюдаете. Вы же даете работу врачам. Тот режим, который установлен. Свадьбы продолжаются. Да, хвастым баханс махбот хатбош. Да, хвастым бы. Цагахош душа. Ай сагда велич, диша аламыш элич, соуц элич, ай фуди ухшотевич. Баргуш хамдачанс, злазер баргуш дачанс. До сих пор по этой болезни нету вакцины. Весь мир, не только мы в России, не знает, что это такое. Они знают, что это вирус, что он ведет к застеклению, в буквальном смысле, застеклению легких. Ай армудол ялач ардолш. Суг ёлыш, надо вот там жестко, там все. Ай, я же не буду кнутами гонять людей. Ай,
вы же должны быть сами ответственны. Айдар олса, да, нандолыш, вош волыш, дя вош волыш. Но вы же можете сказать, да, армудол, молотигач, шей могу же вот, телефон, да, тихий, скорая помощь, полностью обеспечена. Мало того, у нас есть там и автомобили с искусственной вентиляцией легких. Буквально мы их получили там месяца 3-5 назад. Вы же сами это видели и знаете. Полностью. Я с главврачом скорой помощи разговариваю. У него все есть, все приедут, заберут. Но не надо его возить по больнице. Еще одна беда. Заболел там кто-то, там давление поднялось, или у него сахарный диабет. Берут его и везут. Группой лиц. Мало того, воспрепятствуют деятельности приемной больницы, оскорбляют врачей, доходит до скандалов. Фунах душа. Туда нельзя приходить. И еще касающийся Росгвардии, который не препятствует этому. Я вам хочу сказать, у вас есть форма, оружие и приказ охранять данный объект. Если вы не способны или не можете на условиях тех, что вот у нас тут такие вот особенности в Ингушетии, удостоверение положил, оружие за, иди домой. Потому что получается, что некоторые врачи, незащищенность чувствуя свою, они уходят, они говорят, мы не будем здесь лечить их. Я, честно говоря, уже не знаю, как к вам обращаться. У нас на сегодня около 500 коек готовых. У нас более того, через 10 дней развертывания еще 500 и более коек. Мы все подготовили. У нас для этого есть объекты определенные, больницы, и Малгобекская, и Кантышева, и другие. Даже некоторые гостиницы, дальше еще. Мы все это продумываем. Но у вас же одна просьба к вам-то. Дома сидите и не врите в соцсетях. Жоп дал ездиться гулука. Жоп дал ездиться гулука. Харсду хамаш мудут. Шо цуху хам мудут. Айтагана бартыбия цулурышк дихрыдиш лилдиш нахмади. Халмадица. Денна бусучигиш болбиш. Каждая бригада, до 18 человек, врачи, медсестры и санитарки, они в смену выходят, 18 человек, если брать нашу крепость и больницу. А если брать республиканскую, там до 10 человек, там поменьше, потому что там 38 человек всего находится, а здесь находится более 100. Вот в чем вопрос. И у меня нет выходных, и у них нет выходных. И мы делаем свою работу. Но вы не помогаете, хотя бы не мешайте нам. Кроме того, главам района, начальникам с Министерства внутренних дел, с Росгвардией четко определены указания есть штаба оперативного, который я возглавляю в республике по борьбе с коронавирусом. Четко даны указания. С понедельника мы усиливаем наряды. Еще сильнее будет применять административные меры воздействия на каждого, кто этого не понимает. Они будут жесткими. Но я полагался, что на осознание беды общей. Я думал, что люди понимают. И я надеюсь на это, многие понимают, многие выполняют те требования. Но если у вас сосед, там, семья там, подозрительно там, на самоизоляции, ну, никто же, надо же помочь, если чуть-чуть. Телефоны же у всех есть. Кто в больнице лежит, тоже телефоны есть. Зачем вы передаете туда еду? Там ее кормят, ее никто не кушает. Понимаете, если соседям помогите.
Волонтеры, молодежь подрядилась, помогает. Нам помогает и наши бизнесмены тоже помогают. И закупают, и оборудование покупают. Но сейчас не время хвалиться этим. Не время за это медали вешать. Это общая беда. У меня только просьба одна. Я прошу всех имамыш, турхаш, главы администрации, начальников отдела, им там приказы выдали, УВД, Росгвардии. Но вы-то сами берегите себя и объясните людям. У нас весь объем лекарств. У нас ИВЛов достаточно. Но надо только одно. Надо выполнять требования строгого режима самоизоляции. Надо сказать «Хабуаж нахби», «Мычарыш буаге», «Мубул арцарь». Косак Хавенов, 3 семьи пошли домой. 6 человек. 22 человека, Косак, да, ваш гордер Хабиен, Вейдолч. Кесагас, Шисакбяв, могешь watch. А Кесагас, Шиспич, могешь watch. А Фадидис, Фалдиска, Злазер дадат душа. Дал Эндали. Уже разрабатывается методика. Но пока этого нет, пока президенты России приостановили правительство, на миллиарды пошли в ущерб государства. Но они попросили нас об одном только. Об одном попросили. Самоизолируйтесь. Посидите дома. Вот если меня спросить, сейчас самое время делать арволыш. Беж да я. Хажга или квартал или помдур или. Если необходимость будет, и семенами будем помогать. Но приведите в порядок. Дома сидеть-то. Это полезно. Сейчас. Вот вы привести в порядок все, что у вас во дворе. Не бурьяне там будет, огороды. Они должны быть, все у нас быть засажены чем-то. Для этого и время есть, и возможность есть. Издиал цану. Издал. Шей квакарт хашал. Беш ал. Квартал даи ал. Хорсом даи ал. Аж дабу. Это время, которое сегодня можно заняться и знаниями, прочитать лишнюю книжку. Много чего можно сегодня сделать, но это же не только мы. Вы же умные люди. Весь мир, уже более 2 миллионов людей. Это не шутки. Да, Цонус. Реально хамдушонус. Таган, я камял двадцать. Хозы безми, камял и безм барс. Но таган не камял цитич валт. Шок дати ялыч валт. Изл ногу досунер. Даггар аята из правительства, из министерства, из луржи, из больницы, из главврача, ден бус болбеш болаш. Цан ходушон, цалил бевник заделач. А ханзы хахук тхуги, малхук нокш. Малхук виштон, дач вали зачек, костюм что юхлишон. Тхук хахук. Ай костюм цан мы ездили. Костюм خدعش دقيق حد دقيق خوك حقاليد حق وخش фыт ожлилдер. Значит, жесткое будет отношение, значит, требования отданы и Росгвардии, и МВД, и главы, пусть они там не спят. Значит, приведите порядок, вас никто ничего не просит. Займитесь своими делами. Такова ситуация. Баркалалчу.